Самый крупный в СКФО агрокомплекс принимал в эти дни гостей. Напомним, на предприятии применяются самые современные технологии выращивания томатов. О них подробно специалисты рассказали ученикам второй школы Сунжи. В числе приглашенных на увлекательную экскурсию были корреспонденты «Вестей». Россельхозцентр продолжает осуществлять деятельность в рамках популяризации у молодежи агротехнических профессий и открывает все новые направления. Для расширения кругозора подрастающие кадры республики посетили агрокомплекс Сунжа. Для первого посещения производственных объектов был выбран первый в Ингушетии масштабный тепличный комплекс. Школьники облачаются в халаты и направляются туда, где работа в буквальном смысле кипит. Для благоприятного роста саженцев создаются оптимальные условия, о которых рассказывает главный агроном предприятия. Работаем мы по голландской технологии, по малообъемной технологии выращивания с применением капельного полива. То есть мы видим, что томаты растут не в грунте, а растут непосредственно в кокосовом субстрате, который занимает объемом всего 18 литров на 4 растения. Повышенная влажность влияет как на нашу аппаратуру, приходится постоянно протирать объектив, так и на самого человека. Не секрет, что профессия агроном для нашего века инноваций кажется слегка устаревшей, однако это направление не стоит на месте. Поэтапно вводятся все новые методики, разрабатывается новое оборудование и целые системы, но роль человеческого труда и личного участия все еще важна. К тому же это довольно сложная профессиональная деятельность соответствующим образом оплачивается. С учащимися мы уже работаем третий год. До сегодняшнего дня мы не были на производствах на больших, вели работу в школе, там на приусадебном участке, знакомились с нашей работой в лаборатории. Вот. Сегодня мы решили вывести их на большое производство. Показали технологию, как выращивают помидоры в теплицах, в закрытом грунте. Какой процесс работы проходит, они ознакомились. Я думаю, что останутся довольны нашим выездом на производство. Человек заботится о почве, а та в свою очередь кормит человека. Этот процесс длится тысячелетия, и пока никаких причин для отказа от этой простой мудрости поколений нет. Визит старшеклассников важен не только для опознавательных целей, но и привлечения молодых сил в аграрную отрасль. Среди посетителей агрокомплекса немало тех, кто стоит на жизненном распутье в связи с выбором будущего направления обучения и трудовой деятельности. Я хочу стать врачом. Конечно, для меня очень важно сдавать биологию и химию, поэтому я очень много информации получила, очень полезной информации для того, чтобы сдать экзамен. Впереди у Россельхозцентра и других агропромышленных и агротехнических организаций и предприятий много работы, но есть четко выверенный план, который состоит в том числе из повышения привлекательности этого вида трудовой деятельности, тем более, что у нашего народа славные традиции, связанные с работой на земле. Хаджимрат Плиев, Ильяс Плиев, Мадина Марзиева, Вести Ингушетия.